Добрый день. Сегодня гость программ «Радио Зоты» человек, который, несмотря на молдавские корни, имеет самое прямое отношение к Таджикистану. Экс-президент Молдовы Петр Кириллович Лучинский. До такого высокого государственного поста, который он занимал вплоть до 2001 года, у господина Лучинского был небольшой опыт работы в Таджикистане в должности второго секретаря ЦК Компартии Таджикистана. Мы говорим о периоде с 1986 по 1989 годы. Несмотря на то, что с тех пор прошло порядка 25 лет, вас, Петр Кириллович, в Таджикистане помнят. А вот вы помните Таджикистан и как вы его вспоминаете? Да. Во-первых, неожиданным образом произошла встреча моя с Таджикистаном, потому что я давно думал и думаю как-то поехать. Прошло везде много времени, 25 лет. И когда мы туда поехали, семья, потому что была и жена, Царство Небесное же, сын мой учился 1 год в Душанбе. Да, Кирилл стал заниматься баскетболом там. И недавно был на последних выборах, он был наблюдателем. Да, один из наблюдателей рассказывал мне, встречался с людьми. Он как депутат парламента, да? Да. Вы знаете, ведь немножечко вспомним это время. Это было время очень переломное. Так нас все знают, перестройка. То есть надо вводить новые подходы, надо раскрепостить людей, надо инициативу разбудить и так далее, и так далее. И надо, чтобы все это было транспарентно, открыто и тому подобное. Вот тогда Горбачев стал делать так команду. Давайте, так сказать, кого направлять. Во многих местах стали менять людей. А произошло это потому, что Набиева освободили, Белова освободили, еще там ряд людей, Кахарова, Хамова первым секретарем, а у него опыта партийной работы не было. Он был долго, 19 лет председателем Госплана и около 4 лет предсобмина. Да, и надо бы как-то сочетать. Один с большей партийной работой и, значит, другой, будем говорить так, с экономической работой. Но еще и, насколько я помню, вот ваша должность, второй секретарь ЦК, она как раз-таки решалась в Москве, в Кремле решалась. Естественно, это было решение Политбюро специально, И как один мой знакомый говорит, так ты туда же за русского пошел, потому что как бы из Москвы направляли русских, как правило. Второй секретарь занимался, вы знаете, всеми делами кадровыми, все дела организационные и так далее, и так далее. И вот таким образом мы оказались в Таджикистане, и я должен вам сказать, что у меня сохранилось самые яркие впечатления, самые яркие. Тогда период был такой, ну, как бы недоверие к Средней Азии, особенно к Узбекистану, Казахстану, к Туркменистану. Вы имеете в виду со стороны Москвы? Очень много можно слышать мнений о том, что в качестве обиды, в качестве критики в отношении Москвы от оппозиции часто можно было слышать, что Таджикистан никогда не был в фокусе интересов, именно серьезных политических, экономических интересов Москвы. Он и тогда даже рассматривался в качестве, может быть, четвертой страны на пространстве Центральной Азии. Когда мы говорим об интересе, скажем, там, Москвы, ну, как бы центра, да, она обусловливается еще тем, что в этой республике есть, так сказать, для чего, что она, так сказать, где, какие приоритеты имеет с точки зрения экономические. Если смотреть рядом Узбекистан, ну, огромное, и там практически все есть. И все богатства, так сказать, есть. Поэтому Казахстан, такая же ситуация. Плюс потом газ, потом Туркменистан, газы невероятные. У Таджикистана был уран. Кто не знает, первая бомба, атомная бомба в Советском Союзе была сделана из урана, который в Ленинабадской тогда области. И я был около Мургаба, где работал Скобельцин, вот этот ученый, где разрабатывали все это. Дальше уран закончился. Дальше что? Хлопок? Ну, немного. А дальше что? Очень небольшие богатства. Поэтому как бы республика является, ну, потребляющей. А что она дает?
Естественно, что населения много. Тогда было около 5 миллионов. Вы мне сказали, сейчас 8 миллионов. 8,5. Территория 93%, 7% только вот полезно. Да. И поэтому надо понимать, что интерес экономический, как и сейчас, он строится на спроса и предложении. Конечно, разместили тогда алюминиевый в Турсунзаде большое предприятие. Ну, естественно, делали упор на гидротехнику. Я только узнал вот сегодня, что Рагун не завершили до конца. Вот об этой истории я хотела вас спросить. Но как раз тогда я не знаю. Мне кажется, там есть еще и субъективный фактор. Насколько я слышал, поскольку давно значит, у Таджикистана с Узбекистаном, так сказать, не очень отношения, по-моему. Соседи, можно сказать так, если суммировать, испортились отношения на фоне гражданской войны в Таджикистане где-то с начала 2000-х. Я прав. Да. Отношения очень. А мы практически, Таджикистан блокирован, Да. значит, Узбекистаном. Да. И мы в свое время, Нишанов тогда был, были же проблемы еще. Язык в Самарканде и в Бухаре, да. Там же таджики. Да. И мы многие вопросы снимали, почти проводили совместные заседания в Душанбе, чтобы дружба и отношения между этими двумя республиками были самыми близкими. Но когда испортилось, значит, вы смотрите, эта энергия должна же идти. Рагун был огромный проект. Я думаю, что обязательно к нему должны вернуться. И, в конце концов, есть объективные данные в этом регионе, потому что страна как же будет развиваться без энергетики. Так что вот этим диктовались. И, конечно, есть немножечко золота, я не знаю, сколько еще там. А вы не помните вот историю, потому что споры вокруг строительства Рагунской ГЭС, они поднимались очень высоко. И даже госпожа Гулюхсор Софиева, я помню, отвечала на этот вопрос, потому что она выступала тогда еще против. И к ней журналисты тоже через много лет обращались. Вы не помните историю эту вот в те дни, когда этот вопрос поднимался на обсуждение, и почему он все-таки не был завершен, этот проект? Вы сейчас помните? Нет, при мне проект шел так, как положено. Я помню, что редактор газеты «Правда» Афанасьев, впервые мы его пригласили, у меня даже есть фотографии, так сказать, было опубликовано в «Правде». Это был крупнейший проект для Советского Союза. Да. Но произошло то, что произошло. Развал Советского Союза. Деньги были запланированы оттуда с центра. Здесь надо было найти уже кто? В лице России. На Россия тоже долгие годы не могла. Особенно, так сказать, выходить с инвестициями за пределами. Просто надо к этому вернуться. Это стечение обстоятельств. Но горная страна с такими возможностями гидротехническими, ну, вы знаете, и для ирригации, и для энергетики. Ну, а как решать эти проблемы? Вот когда твой ближайший сосед, он просто говорит, нет, не хочу, а я вам скажу как. Я вам скажу как. Да. Очень просто. Как? Очень просто. Ну, просто в смысле, как по схеме. Схема такая. Надо найти такой инвестор, который будет слушать и Узбекистан, и Таджикистан. Не знаю, это мировую компанию. Вот вы с мировым именем. Так сказать. Вот. Вы сейчас напомнили про развал Союза и про то, что планы уже пошли не так. А как вы сами относитесь к развалу Союза? Ну, это для вас была трагедия личная? Мне приписывают одно выражение, которое я, в принципе, тоже где-то слышал, но читал где-то, что-то я впервые сказал, что кто не жалеет о развале Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет, думает, что можно вернуть, то нет головы. Были ли у вас какие-то вот моменты сожаления и, наоборот, удовлетворения очень сильного от вашей работы, и когда это происходило, или по какому поводу? Вот что-то, что вот вы можете в любой момент с гордостью вспомнить, и наоборот ощутить какое-то вот чувство неловкости или даже стыда за решение, которое вы принимали. Может быть, даже в тот период, когда вы были в Таджикистане или в Молдове? Ну, чтобы стыдиться, нет. Я был осторожным в этом плане, так сказать. Особенно касается... Я знаю, немножечко обиделись на меня тогда, когда с Софьей Хавизовной, как значит, она по деторождению. Да. Она занималась, я так резко, как говорил, что надо иметь столько детей, сколько можешь прокормить, так сказать. И это немножечко вошло как бы в противоречие с традициями. Этический момент был, да. Но я искренне это говорил, я же не говорил, так сказать, имея какой-то личный интерес или что-то. А так нет, у меня вот
удовлетворение происходило от того, что люди очень слушались вот моим советам, моим инициативам. Так сказать. Ну, элементарный пример скажу вам. Я заезжаю, не помню где, в какой там район, такой далекий, и смотрю в магазине такие вещи, в самых лучших магазинах не найдешь. По потребкооперации поступает, там люди не покупают. И я тогда, Таджибеков, по-моему, кто был председателем потребкооперации, слушай, давайте организуем базары такие, чтобы магазины из села привезли в город в эту продукцию, так сказать, и горожане. Да. И мы очень много реализовали, и горожане были очень довольны, потому что они туда не едут, так сказать. Масса таких город, допустим, осенний базар, когда все колхозы туда привозили продукцию. Я знаю, ярмарки театра, такие, ярмарка, да, сезонные, да. И многие такие вещи, ну, из которых создана жизнь человека. Так что жена, супруга моя, она очень честно в институте педагогики там работала. В пединституте в Душанбе, да? Не в пединституте, а в институте педагогики, научно-исследовательский институт, да. Ага. Это при Академии наук. Да. И вот, значит, она тоже, тогда я помню, мы очень дружно работали, не знаю, у меня сохранились самые теплые отношения со всеми. У меня в Таджикистане нет людей, с которыми я бы сталкивался где-то, так сказать, или что-то, какие-то неприятности. Мне было приятно, когда вы обратились в телефонном разговоре по-таджикски. Да. Было приятно слышать, да. что вы помните. Ну, видите, я начал немножечко. Я, правда, я же проходил выборы, уже первые выборы, значит, альтернативные. Было 3 человека. Был один рабочий и был один учитель, и я. Это Исфаринский округ, но он прихватывал часть вот сюда же к Хадженту. Худжен, да? Худжен. И я читал записки на таджикском, потом, значит, извинялся и уже говорил на русском. Но это уже другой разговор. Или начинал речь, так сказать, ну, хотя бы несколько минут, так сказать, по-таджикски, потом извинялся. Ну так, и работал бы больше бы знал. Очень приятно. Хушомадет бабарно махой радио Озоди. Да, рахмат, да, ташакюр. Спасибо. Я хочу... И то в Янда. То в Янда. Ташакюр.